Здесь, в Туркменистане, все пронизано любовью к человеку. Здесь можно отдохнуть душой и сердцем, выдохнуть и заново вдохнуть полной грудью. Квинтэссенция восточного гостеприимства, открытые лица местных жителей и неизбывное желание помочь и даже порадовать. Вот, к примеру, конный цирк в новом городе Аркадаге. Лучшие наездники показывают свое мастерство. Журналисты и другие представители медиаструктур в восторге. Такие акробатические этюды на несущихся галопом лошадях захватывают и заставляют почувствовать себя ребенком. Тем временем улицы Аркадага постепенно начинают оживать. Работают государственные учреждения, магазины, аптеки и многое другое. Город Аркадаг торжественно открыли в июне прошлого года. Уже сейчас в нем живет 15 тысяч человек. Всего планируют заселить 70 тысяч, и в том числе во вторую очередь города, стройка которой сейчас активно ведется. В ней будет большая мечеть на 3000 человек, а также промышленные и медицинские центры. Власти планируют завершить строительство в 2026 году и вложить в него до $2 миллиардов. Туркменистан – это сочетание новых технологий и традиционной культуры. И если к северо-западу от Ашхабада расположен суперсовременный Аркадаг, то на юго-востоке находится древний город Анау. Его история насчитывает 7 тысячелетий. На раскопках ученые нашли множество уникальных реликвий. Сохранились и некоторые сооружения. К примеру, это развалины мечети Сеид Джамаледдина. Она была построена в 15 веке и получила еще одно название – «Дом красоты», отражающее ее великолепный вид. Изображения драконов на фасаде по сей день остаются загадкой для ученых. Для Центральной Азии это не характерные для религиозных строений рисунки. Поблизости расположена Сардоба, подземное водохранилище также 15 века постройки. Оно хорошо сохранилось и стало еще одним доказательством кипевшей здесь жизни многие века назад. Здесь внутри Сардобы есть 2 трубы, и через эти трубы сюда заливались эта вода. И его держали в этой воде очень чистой. Здесь был один работник, который смотрел за чистотой воды, и можно было набирать воду только с одним бурдюком. Другими бурдюками сюда нельзя было заходить. Еще в те времена дно обработали специальным раствором, чтобы вода не утекала сквозь щели. При этом Сардобу ежегодно чистили, стремясь сохранить высокое качество воды. Сегодня это место популярно среди местных жителей, и речь не только о людях. Под потолком свела гнездо ласточка и очень волновалась, завидя нашу съемочную группу. Туркмены же сюда приходят не только из интереса к своей истории, но и для того, чтобы заветное желание поскорее осуществилось. Здесь, как и на развалинах мечети, вот между кирпичами можно обнаружить разные вещи. Школьники оставляют ручки, девушки оставляют платки и шпильки для волос. Очень многие оставляют ключи. Что это значит? Это святые места, и считается, что если прийти сюда и помолиться о том, чего тебе очень хочется, например, поступить в вуз, или обрести вторую половину, или купить новый дом, и они молятся об этом здесь, и считается, что если они оставят здесь какую-то свою личную вещь, это поможет их желанию поскорее сбыться. А вот еще один пригород современного Анау. Здесь расположена туркменская белая юрта, огромный концертный зал, в котором устроили торжественное открытие серии мероприятий в честь объявления Анау культурной столицей тюркского мира в этом году. Для гостей праздника неподалеку организовали масштабную интерактивную выставку. Национальная еда, национальная музыка, национальные традиции, какие-то свадебные ритуалы, ахалтекинские скакуны. Здесь, кажется, представлено все многообразие туркменской культуры, туркменского искусства, туркменского быта. Здесь и борьба кураж, и детские игры, и сельское хозяйство, и производство шерсти, и многое-многое другое. За короткое время удается рассмотреть вблизи, что такое традиционная туркменская жизнь. Но это не единственная выставка, которую сегодня организовали в честь большого события тюркского мира. У Белой юрты, где с минуты на минуту состоится церемония открытия мероприятий в честь провозглашения Анау культурной столицей тюркского мира, тоже устроили выставку. Здесь представлены культуры и традиции стран, входящих в организацию Тюрксой.
Обе экспозиции осмотрели представители руководства Туркменистана и Тюрксой, международной организации тюркской культуры. Торжественное мероприятие в Белой юрте открыла вице-премьер Туркменистана по культуре и СМИ Мехриджимал Мамедова. Она зачитала приветствие президента Сердара Бердымухамедова участникам церемонии. Уважаемые участники торжества, дорогие гости, от всей души поздравляю с церемонией старта мероприятий по случаю объявления города Анау культурной столицей тюркского мира в 2024 году Международной организацией тюркской культуры Тюрксой. Сегодня независимый, нейтральный Туркменистан, последовательно наращивая партнерство с государствами планеты и международными организациями, остается привержен статусу постоянного нейтралитета, что позволяет нам успешно продвигать системный курс на поддержание мира, уст дружбы и братства в глобальном масштабе. В своем послании президент отметил, что Анау – один из древних городов, который сыграл удивительную роль в славной истории туркменского народа. Обнаруженная археологами культура эпохи неолита получила название «Анауская культура» и стала сенсацией в мировом научном сообществе. Звание культурной столицы тюркского мира как нельзя лучше подходит городу Анау с его историей, насчитывающей 7000 лет. Об этом заявил генеральный секретарь Тюрксой Султан Раев, выступая на церемонии открытия. Этот город, выбранный в качестве знаменосца тюркского мира, станет символом тюркского единства, братства и дружбы. Здесь соберутся наши деятели искусства и культуры. Тем самым мы еще больше укрепим основы, которые передадут нашу культуру и искусство в будущее. Дорогие друзья, это международное мероприятие является лучшим подтверждением того значения, которое туркменский народ и руководители страны придают туркменским государственным и национальным символам. Сразу после торжественной церемонии праздничный концерт. Перед зрителями выступили артисты из разных стран Тюрксой, и в том числе российских регионов, имеющих статус наблюдателей в этом объединении. В каждом номере самобытная культура одного из тюркских народов. Это дружба народов, это праздник музыки, и это обмен культурным кодом и идентичностью. Это очень круто. Я хотел уместить в свою композицию всю красоту и богатство нашей природы Республики Саха-Якутия. И это своеобразное музыкальное приглашение, можно так сказать, чтобы окунуться в нашу тайгу, на нашу природу. Я сегодня пела свою авторскую песню, называется она «Дочь Урала», Урал-Казы. Было феерично, красочно, как говорится, вроде бы туркменскому народу понравилось. Сама лично очень рада. В Туркменистане я впервые. Как всегда, у Тюрксой масштабно, красиво, красочно. Поэтому рада была быть частью этого праздника. Масштабные проекты – это то, что умеют делать в Туркменистане. И делают не для имиджа, но от души. А потому атмосфера праздника охватывает не только иностранных гостей, но и местных жителей. На все праздники мы одеваемся в национальные костюмы. Это традиция многих поколений туркменок. И сегодня, в честь того, что Тюрксой объявил Анау культурной столицей тюркского мира в 2024 году, я решила надеть этот костюм. Мы рады, что тюркские народы сближаются, и рады культурным обменам, и благодарны за это нашему государству и президенту. В этот раз к объявлению Анау культурной столицей тюркского мира приурочили множество мероприятий. К примеру, международная туристическая конференция в Ашхабаде. Среди ее участников представители всемирных организаций, турфирм и профильных ведомств разных государств. Главная тема обсуждений – возможности развития туризма в Туркменистане. Расширять сотрудничество в этой области хотят многие страны. Об этом говорили в своих выступлениях зарубежные спикеры. Путешественникам интересен и Ашхабад с его монументальностью и десятками достопримечательностей. И, конечно, исторические места. Тем более, что целых 5 объектов внесено в список культурного наследия ЮНЕСКО. Это в том числе древний город Ургенч, парфянские крепости Нисы, историко-культурный парк Древний Мерв. Узнать о другой стране можно и в интернете, почитав мнение разных блогеров, обратившись к СМИ или официальным источникам. Но насколько эта информация будет соответствовать реальности? Когда ты сам лично побываешь в Туркменистане, ты увидишь, что это прекрасная, чудесная страна, в которой легко дышится, в которой совершенно безопасно, которая полна замечательных уголков.
Тут много есть что посмотреть, тут есть возможность попутешествовать, прикоснуться непосредственно к старине, к древности. Это прекрасная и чудесная страна, она очень доброжелательная, чудесные люди доброжелательные. И я приглашаю всех, кто хочет ознакомиться с Туркменистаном, знакомиться с ним не по каким-то сообщениям в интернете, а приехать лично и посмотреть. Заезженный стереотип о закрытости страны сегодня уже не актуален. Она открывается все больше и больше и готова принимать путешественников. Как отмечалось в послании президента Сердара Бердымухамедова участникам Международной туристической конференции, отрасль активно развивается на основе достижений, богатого опыта и современных трендов. Более того, туризм – одна из приоритетных сфер экономики Туркменистана, который с учетом богатой истории можно назвать уникальным музеем под открытым небом. Туркменистан можете увидеть и вы. Туркменские и российские турфирмы разработали пакетные предложения, в рамках которых вы можете посетить основные достопримечательности страны, увидеть масштабные бело-золотые города, посетить завораживающую пустыню и многое-многое другое. Ну а стоимость такого тура составит от $1500 до $2000. Есть и пляжный отдых на курорте Аваза. Это национальная туристическая зона на побережье Каспийского моря. Аваза находится неподалеку от города Туркменбаши и формально входит в его состав. Инфраструктура курорта суперсовременная и разнообразная. Пляж песочный, море чистое. 35 самых высших категорий отелей там построены. Это самые высшие категории отелей, которые соответствуют мировым стандартам. Для иностранных туристов все то, что условия предусмотрены. Там аквапарки есть, там для детей развлекательные парки есть, тоже там торговые дома есть. В отеле самом спа-салоны, все, что есть. Из-за жаркого климата в Туркменистан лучше всего ехать в период с начала марта по конец мая, а затем с середины августа до конца ноября. В местных турфирмах говорят, россиянам точно будет комфортно еще и из-за отсутствия языкового барьера. Русские здесь знают хорошо. И экскурсоводы, и сотрудники отелей, и официанты в ресторанах. По-русски с вами поговорят и на местных базарах. Скажите, пожалуйста, что сегодня у вас самое вкусное? Самый вкусный банан есть, апельсин есть, яблоко есть, груша есть, дыня есть, арбуз есть. Откуда привозите? Наши туркменские урожай. Этот базар называется «Столичный», расположен в центре Ашхабада. В каждом районе есть такой рынок, неотъемлемая часть жизни горожан. Сюда приходят за продуктами и молодежь, и люди старшего поколения. Сейчас на столичном рынке, можно сказать, нет покупателей. Все дело в том, что идет священный месяц Рамадан. И пока светит солнце, принимать пищу нельзя. Но уже ближе к закату рынок наполнится покупателями. Все придут за продуктами к ужину. Ну а для всех верующих повсюду развешаны вот такие вот объявления, когда можно совершать молитвы и принимать пищу. Туркменский базар – колоритное место, где можно найти все, что угодно. Вкусные овощи и фрукты, свежее мясо, специи, мед, молочная продукция, цветы, одежда, канцелярские товары и, конечно, ковры. Ручная работа. Стоит от 2 до 26 тысяч манатов, в зависимости от размера и состава. На наши деньги это от 50 до 700 тысяч рублей. А этот базар называется Текинский по названию одного из туркменских племен. На этом месте он существует с 19 века. Выбор огромный. А еще именно сюда приезжают за цветами. Цены приятно впечатляют. Одна роза обойдется примерно в 20 российских рублей. В Ашхабаде можно купить и вот такие изделия. Национальные туркменские украшения, декор для дома и многое другое, что будет отсылать к традициям местных племен. К примеру, эти сосуды сделаны из кожи по древним технологиям. Из бычьей кожи, обработанной пчелиным воском. Вот. При термической обработке они приобретают вот такой жесткий вид. Ими можно пользоваться. То есть, кроме эстетического какого-то направления, еще можно и использовать их в быту.
Андрей Медведев – житель Туркменистана. Раньше занимался археологией и в процессе раскопок и изучения найденных реликвий понял, что и сегодня старинные технологии производства предметов быта не теряют актуальности. Так увлечение стало главным делом жизни. Мастер сам рисует лекала, раскраивает кожу, шьет, обрабатывает и разрисовывает изделия. На один сосуд уходит примерно 10 дней, с учетом сушки и других процессов, занимающих длительное время. Нам нужно делать не ширпотреб, а интересные вещи, которые интересны людям. Кошельки и сумки любой может освоить все это дело. Я взялся за это. Мне это интересно. Мастер также изготавливает фляги из специального сорта тыквы, сувениры из разных материалов и камчу. Это такие плети, в которых заключено множество символов, в зависимости от того, как именно висит или лежит такой кнут в доме. Но самое главное, что все эти предметы объединяет национальная туркменская культура и история. То, что мы сейчас видели, это, конечно, это столица, это город Ашхабад, это самая вершина туркменской культуры, но мы увидели то, что умели делать туркмены, что они умели делать с конями, на какой степени культуры они стоят, на какую степень архитектурную культуру они стоят. А я думаю, что весь мир должен видеть, или как минимум больше людей должны были видеть то, что мы видели. Я думаю, что туркменский народ этим заслужил. Теперь о Туркменистане средства массовой информации по всему миру рассказывают все больше и больше. Ашхабад приглашает иностранных журналистов, не только давая возможность увидеть страну своими глазами, но и объединяя СМИ из разных стран на различных международных форумах и праздниках. Здесь идет больше культурной связи. То есть мы, по сути, заново познаем сами себя. Заново познаем своих соседей, своих друзей, братьев. И если не проводить такие мероприятия, конечно, через 20-30 лет мы, может быть, вообще не будем пересекаться. Безусловно, такие мероприятия, они только интегрируют, только скрепляют наши родственные, братские узы. Об этом говорили и на международном медиафоруме «Туркменская земля. Центр цивилизаций». Его, как и другие события этих дней, приурочили к 300-летию со дня рождения Махтумкули Фраги и объявлению города Анау культурной столицей тюркского мира. Форум открыла вице-премьер Туркменистана по культуре и СМИ Мехриджимал Маммедова. Такого рода международные события сближают народы, способствуют развитию конструктивного сотрудничества. Вице-премьер рассказала, что в Туркменистане функционирует 8 телеканалов, 16 газет и журналов, а также интернет-СМИ. Все они работают в соответствии с мировыми стандартами и ярко отражают достижения Туркменистана. На медиафоруме в Ашхабаде выступили представители ведущих СМИ стран тюркского мира, в том числе Туркменистана, Узбекистана, Турции, Казахстана и, конечно, России. Генеральный директор телеканала «Большая Азия» Александр Лебедев, выступая на пленарном заседании, отметил, что Туркменистан неспроста называют центром цивилизаций, ведь туркменская земля хранит традиции, которые уходят вглубь истории. Ну а кроме того, именно здесь находится сердце Великого Шелкового пути, который в древние времена начинался в Китае, проходил через Азию и завершался на Западе. Сегодня новый шелковый путь – это уже первый шаг к формированию судьбы, единой судьбы человечества. И мы говорим, что главное сегодня – это построение нового справедливого мира, который будет основываться на традиционных ценностях. Объединение и продвижение общих ценностей. Об этом говорили на протяжении всего медиафорума. 4 сессии посвятили роли тюркских культур в средствах массовой информации, великому поэту Махтумкули Фраги и освещению его творчества в СМИ, кинопроизводству, а также медиа в диджитал-пространстве. Как будут выглядеть средства массовой информации в будущем? Исчезнет ли профессия журналиста? Придет ли на замену искусственный интеллект? Эти вопросы сегодня волнуют все медийное сообщество. Спикеры международной конференции в Ашхабаде, среди которых представители европейской, российской, туркменской и турецкой прессы, оказались единодушны. Искусственный интеллект не сможет полностью заменить журналистов, однако использовать его как инструмент в работе необходимо. Искусственный интеллект может сделать работу журналиста более эффективной.
Нейросети способны выполнять такие задачи, как перевод и транскрипция текстов, обработка больших данных, адаптация контента и составление рекомендаций под запросы конкретного пользователя, а также проверка фактов. Мы решили узнать, что думает сам искусственный интеллект на этот счет, и спросили ChatGPT, сможет ли он заменить журналистов. Пока что искусственный интеллект не способен заменить полностью журналиста-человека, так как у него нет способности к творческому мышлению, интуиции и эмпатии, которые являются важными аспектами в журналистике. Таким образом, можно сказать, что искусственный интеллект может помочь журналистам в их работе, но не может полностью заменить их. К сожалению, даже технические задачи пока ChatGPT даются с трудом. Мы задали боту еще несколько вопросов, например, о том, что он знает о Туркменистане, и столкнулись с тем, что искусственный интеллект обладает неверными данными, к примеру, об изолированности страны. При этом бот готов воспринимать новую информацию и обещал рассказывать другим пользователям, что Туркменистан открыт. Но почему-то в качестве примера заявил, что страна входит в Шанхайскую организацию сотрудничества, что не соответствует действительности. Даже на таком простом примере видно, что угроза исчезновения профессии журналиста пока что не более чем фантазия. И факт-чекинг чат-ботам с искусственным интеллектом лучше не доверять. При этом есть другие актуальные проблемы, касающиеся всего мирового сообщества медиа. То, как подавать информацию, как формировать повестку дня, чтобы содействовать установлению всеобщего мира и прогресса на планете. Прежде всего, необходимо сосредоточиться на позитивной информации и на освещении тех людей и событий, которые нацелены на улучшение мира вокруг себя. Существует миф, причем миф не только в России, во многих государствах, о том, что Туркменистан – закрытая страна. Я третий раз посещаю ваше прекрасное государство, общаюсь с людьми, я могу сказать свое мнение. Я уверен, что это мнение совпадает с позицией руководителей государства. Туркменистан открыт, но он открыт для друзей. И он напрочь закрыт от врагов. Это и есть государственная политика. Нельзя открывать двери иначе, чтобы заходили плохие люди. Средства массовой информации не должны рассказывать о плохих людях. Мы делаем героя и забываем героя. Александр Лебедев отметил, что в кулуарах форума профессионалы медиа обсуждают не менее острые вопросы. Например, о том, что назрела необходимость создавать новую идеологию. Идеологию открытости, дружбы и любви. И большую роль в этом своими текстами, телерепортажами должны сыграть журналисты. Роль СМИ всегда была и остается приоритетным. Именно СМИ сегодня создает картину мира. Поэтому, как вы знаете, в современном мире бушуют разные кризисы, разные катаклизмы, разные противостояния. Средства массовой информации имеют огромную силу слова, созидательного слова. Поэтому мы за позитив, за созидательность, потому что столько в мире сейчас накопилось, да? Но в этом плане средства массовой информации должны работать только на позитив, только на мир, только на единение. Представители СМИ и профильных организаций из разных стран договаривались о сотрудничестве на протяжении всего форума. Одним из главных событий стало подписание соглашения между медиагруппой «Большая Азия» и Государственным комитетом Туркменистана по телевидению, радиовещанию и кинематографии. Свои подписи под документом поставили генеральный директор медиагруппы Александр Лебедев и председатель Госкомитета Туркменистана по телерадиовещанию и кинематографии Арслан Аширов. Соглашение, которое мы сегодня подписали, это формальное соглашение только с Большой Азией и Государственным комитетом. Но за Государственным комитетом по телевидению, радиовещанию и кинематографии стоит огромная и телевизионная, и радийная, вообще медийная история, практически вся медийная история Туркменистана. Мы, несмотря на то, что мы являемся каналом небольшим частным, мы имеем возможности работать практически с любыми медиа в России. Таким образом, сегодняшнее подписание соглашения дает возможность нам работать не только в сегменте классическом для СМИ, в B2C. Мы уже, подписав это соглашение, можем его предъявить в широком пространстве и политическом в том числе, и начать более активную работу
в сегменте B2B и B2G. А именно этот сегмент сегодня наиболее сложный. И вот это соглашение я рассматриваю, как принято говорить, как аванс. Аванс на более серьезную работу, которой, мне кажется, готовы и мы, и наши коллеги из Туркменистана. Для зрителей телеканала «Большая Азия» и читателей сайта bigazia.ru это соглашение означает возможность увидеть больше материалов об истории и культуре, науке и технологиях, экономике и политике, туризме, спорте и образе жизни Туркменистана. Конференция завершилась, но общение между ее участниками обязательно продолжится. Ведь Туркменистан, как и всегда, выступил площадкой для эффективного сотрудничества между странами, народами и людьми, для наведения мостов, для создания новых каналов связи. А объединение на основе общих ценностей сегодня как никогда необходимо. Более того, не просто необходимо, но является искренним желанием многих и многих из нас. Алиса Климантович, Алексей Яроцкий, Константин Матвеев и Дмитрий Калинин. Специальный репортаж из Ашхабада.